Действительно, вам доставляли еду за 15 минут? Мы в офисе InDrive, и сегодня здесь особенный день. Финал шоу «Готовка или доставка». 2 недели, 7 участников, горы еды и честные цифры. Ребята готовили сами, заказывали через InDrive продукты, считали каждый тенге и каждую минуту. И сейчас мы наконец узнаем, что же оказалось выгоднее, быстрее и удобнее. Давайте разбираться. Жалпы осы 2 апта сізде қалай өтті? Бір сөзбен сипаттасаңыз. Қызықты. Бірінші аптада қанша уақыт және қанша ақша жұмсалған жайында жазылып және айтып отырдық. Ал келесі аптада бізге дайын тамақты алып келіп, соны жеп, дегустация жасап өттірдік. Негізі өте жақсы, тамақтар өте дәмді. Балаларымызға және өзімізге, жанұямызға өте ұнады. Жалпы қай апта сізге жеңілірек болды? Өзіңіз дайындаған кезде тамақты немесе тапсырыс берген кезде ма? Әрине тапсырыс берген. Почему я хотела сказать? Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, как прошли ваши 2 недели? Одним словом, каково это было? Здравствуйте, было очень классно, как будто я побывала в отпуске, на самом деле, да. А как вообще ваши недели проходили? Когда вам было проще, когда вы сами готовили или когда заказывали? Конечно, когда заказываешь готовую еду, это освобождает и время, и финансово это не накладно. Естественно, когда заказывали, это довольно очевидно, потому что слишком много времени освобождает, не нужно никуда ходить, за продуктами я имею в виду, можно просто погулять. И в такую жару просто там холодные супчики, кукся, крошка, типа прям, я сам такое готовить не умею. А если перейти к цифрам, вообще сколько вы потратили на готовку и на доставку? 7 в день, если 35-40 тысяч за неделю. Да? Когда я готовила сама, да. Сколько у вас вообще времени уходило на готовку и на заказ? На готовку в среднем в день уходило до 2 часов. А были ли вообще моменты, когда вам хотелось закончить эксперимент? Нет. Эксперимент был очень интересный. Мне было реально интересно проверить, что будет выгоднее для меня. Вообще, как ваша рутина поменялась за эти 2 недели? Я смог чаще прибираться дома, смотреть на свою чистую кухню, на которой нет развала посуды и полной раковины. Я смог побольше там на прогулки выходить, какую-то физкульт 5-минутку себе устраивать, там подольше спать утром, потому что мне не нужно подрываться и делать себе завтрак, там, читать книжки. Не то, чтобы я прям капитально много времени тратил на какое-то отдельное хобби, но моя жизнь поменялась в лучшую сторону. Когда я готовила сама, еда в основном была однообразная, потому что дети только едят, допустим, макароны, сосиски, что-то такое не очень полезное, скажем, да. И если, допустим, я приготовила завтрак, это мог быть обед, или обед мог превратиться в ужин, да. Когда же приходила готовая доставка, еда была разнообразная. Первую неделю я готовила сама. Уходило очень много времени на готовку, на поход в магазин и немало денег. А вторую неделю мне InDrive отправлял доставку, что очень упростило мою жизнь. Я студент, у меня очень мало времени. Когда я приходила после учебы, у меня хватало времени на свои занятия, спортзал. Как вам качество продуктов? Понравилось ли? Очень понравилось. Есть свои фавориты, любимые блюда уже есть. Да, очень. Были вот какие-то киллер-позиции, прям типа шницелей, курицы в кисло-сладком соусе, брокколи. Было все очень вкусно. Салатики всегда свежие. Цезарь, по-моему, один из самых вкусных. Я таких даже в ресторанах не всегда могу поесть. Там типа вот эти вот миленькие перепелиные яйца, сухарики в отдельном контейнере, которые не размокают, пока тебе везут салат. Вот такие вот и очень хороший сыр. Еда была свежая и очень вкусная. Разнообразие блюд. Действительно, вам доставляли еду за 15 минут? Да, это правда. 7 участников, 2 недели, реальные цифры и никаких рекламных трюков. Кто-то понял, что готовить это не так уж дешево. Кто-то удивился, что доставка экономит не только время, но и нервы. А кто-то нашел свой идеальный баланс. Спасибо всем, кто был с нами. И помните, в InDrive продукты всегда можно заказать готовую еду, когда плита не вариант. До новых экспериментов!